Алексей, очень приятно встретиться сегодня с вами именно в семье, Мгм. в этом вашем альма-матре, да, в этой удивительной лаборатории, которая оснащена последними, да, такими лабораторными технологиями, оборудованием. Мы увидели очень много, как вы сильно и плодотворно и хорошо работаете, да, над своими проектами. Поэтому давайте немножко поговорим в целом, да. Мгм. Мне хотелось бы задать, то есть какие ключевые тенденции инноваций сейчас определяют развитие именно в ваших лабораторных исследованиях, в ваших проектах, связанных с химической инженерией? Добро пожаловать в наш университет. Мгм. Мы всегда рады гостям а, на этой благодатной земле встречать. Ну, вопрос, конечно, такой. Какие тенденции? Тенденций много. Сейчас вот одна из тенденций – это Мгм. искусственный интеллект. Мгм. И даже в химию он проникает. Мгм. Недавно я имел опыт рецензирования статьи, где с помощью искусственного интеллекта делается оценка качества почвы. Мгм. Значит, по фотоснимкам из космоса они по изменению окраски, в общем, поверхности, обрабатывая их искусственным интеллектом, получают сведения как бы и о химическом составе продукции. Так что вот одна из тенденций, это, конечно, информатизация, это цифровизация, это и искусственная интеллектизация всех Да, то есть процессов. синтез синергии, я Да, согласна, да, это да, сейчас это очень вот модно, одно да. из таких. Мгм. Ну и, конечно, глубокая переработка сырья, Мгм. глубочайшая, потому что мы до сих пор не слезли с иглы. По большому Мгм. счету мы сидим, нефть продаем сырую, вместо того, чтобы перерабатывать ее и получать огромную добавленную стоимость. Вот, это такие, которые я бы выделил. Ну и экологический аспект, конечно. Конечно, Казахстан малонаселенная страна, как бы экологические проблемы нам сильно так незаметны, как, Мгм. скажем, в густонаселенных Китае, где там воздух грязный, и они не видят на расстоянии 30 метров друг друга, потому что смог. Вот, но мы к этому тоже придем когда-нибудь, и экология тоже должна стоять впереди. Мгм. А какие основные вот научные, так скажем, проекты, аспекты сейчас вы освещаете вот в своих лабораториях, в своих исследованиях? Мгм. Ну, наше Вкратце, направление, да. да, мое направление конкретно, я занимаюсь исследованием полимерных систем. Мгм. Это гидрогели, это криогели, Мгм. это полимерные комплексы и их применение в, скажем, сельском Мгм. хозяйстве, в катализе, в Мгм. био-наномедицине. Как бы вот это область моих интересов связана с этим. Мгм. То есть и вся группа наша работает в этом направлении. То есть все Здорово. дипломники, Мгм. все наши магистранты, докторанты, они А вместе вот с со нами. студентами какие вы исследования проводите? Очень интересно, связано с вашим лесом. Ну так, да, Да, это же сейчас у нас есть экология. проект, посвященный Мгм. ускоренному лесовосстановлению, потому что у нас был огромный пожар. Мгм. Есть проблема ускоренного восстановления. Для того, чтобы лес восстановился, на самом деле, это занимает огромный период времени, там, до 50-60 лет от проращивания до товарной древесины проходит. И наша задача, мы такую задачу поставили, в общем, ускорить процесс от семечки до сеянца, то есть то, что посадочный материал, который высаживается в почву уже лесниками, значит, вот этот период, если он происходит в простом периоде, в простом питомнике лесном, это Мгм. занимает до 1,5–2 лет. То есть наша задача сократить вот этот период, ну, хотя бы до полугода, или, скажем, хотя бы на месяц мы сократим, это уже будет большая прибавка в качестве, ну, восстановления леса. Ну, это здорово, это ж Да, такое дело в благостное. общем, И вообще, да, я вот слышу, сколько, да, этих проблем связанных. Все-таки это экология, это лес, да, это плюс это же заповедник же, да, или какая-то ну зона. да, Это же вот лесной он, природный резерват – это особо охраняемая да, природная территория, куда причем она, нет да, свободного такая вот, вы доступа. говорили, да, вторая в мире или какая-то, да, по, Но говорят, что есть всего два таких леса, один из да. них в Канаде, один здесь. И Ну, все так говорят, я не знаю, в семье все да, говорят, значит, да, так есть. значит, действительно так. Мгм. Ну, Ну, успехов вам тогда. И спасибо. хочется уже это увидеть в реализации, наверное, внедрить и реализовать этот проект. Все-таки, Мы в тесной связи, на самом деле, с, с управлением Государственного лесного природного резервата. У нас есть договор о сотрудничестве. И вот буквально в конце этого месяца мы закладываем опытно-промышленное испытание нашей технологии. мгм. И, ну, я надеюсь, что к осени мы уже будем иметь какие-то
такие результаты. Здорово. Надеюсь, что будет все классно. Ой, Да. очень бы хотелось быть свидетелем ваших событий. В связи с тем, что поскольку вы являетесь, да, модератором от университета Шакарим, да, с нашими участниками конкурса Open Space, вот хотела бы спросить, то есть какой проект вы сейчас с ними обрабатываете, готовите, да, Мгм, дорабатываете, так мгм, скажем. Все-таки они пришли на второй тур, ребята очень серьезные. мгм. И вот тоже какая-то ценность, да, какие практические результаты мы можем получить, какая есть новизна, то есть, да, в этом проекте. Да, Есть ли какие-то инновационные да. разработки, что-то связано? Давайте вот А, коротко об этом. Мгм. Да, но я сказал, что все в нашей исследовательской группе работают примерно в одном направлении. Соответственно, и эти ребята, они как раз сейчас работают, их стартап направлен на создание структурообразователя почвы, Мгм. который параллельно является и стимулятором роста и развития растений. Значит, наши лабораторные испытания показали, что если мы вносим в почву интерполизительные комплексы, то любые растения, которые бы мы не пробовали выращивать в лаборатории, лучше растут. Значит, это происходит по ряду факторов. Мгм. Там есть несколько. Это, во-первых, удерживание тепла, это удержание влаги. И получается такой мини-парниковый эффект без строительства какого-то парника, но при этом все растения лучше развиваются, лучше растут. Значит, вот и эту вот технологию они предлагают. Они сейчас занимаются тем, что отрабатывают порции, дозы внесения для того, чтобы под конкретные культуры было возможно его применять. Ну, мы видели, да, вот вы нам показали серию уже, да, таких апробаций, так Да, но скажем. и теоретические Но, да, исследования тоже проводят. То есть они ага, сейчас занимаются тем, чтобы изучить, на какую глубину полимер проникает в толщу почвы, при каких условиях он смывается, при каких условиях он крепко удерживается. То мгм. есть эксперименты еще продолжаются. Ну, здорово, все. Мы будем тогда рады увидеть этот проект на нашем конкурсе, потому что он реально соприкасается с какими-то нашими да, проектами, и мы были Мгм. очень рады. Но, тем не менее, хочется отметить, насколько ребята подготовленные, насколько ребята активные. Вот. И соответствующим образом хотела задать следующий вопрос. Вот подобные проекты, подобные результаты и участие ваших студентов, как часто это происходит? Или это у вас как бы нормально? Или же вы А, выбираете тоже профессионалов? Ну, это тоже, мне кажется, нормально. Ну, то есть вот а, какая-то есть в этом смысле Ну, экспертность? Ага. ну, я могу сказать, что в университете есть программа внутренних стартапов, Мгм. как бы есть положение, есть, он регулярно этот конкурс проводится, но он не дает такой, как сказать, все-таки мы здесь внутри университета варимся в собственном соку и Ну, это да, примерно, свои задачи, да, свои... между собойчик все примерно знают, кто что делает. Вот ваша площадка, она дает возможность выхода, то есть не только на республиканский уровень, но и международный. И Мгм. ребята, они уже в совсем другой конкурентной среде себя чувствуют иначе. Они видят, что делают другие, они показывают свои, они слушают экспертов, менторов, и это им только на пользу. Сейчас они вот 4-й курс, мы их как выпустим. В общем, и вот это вот то, что сейчас они проходят, это для них такая закалка и только польза. То есть в дальнейшем в их профессиональной деятельности они будут только лучше от участия в Ну, таких вот благодарим, да, вещах. за такую оценку, но тем не менее тоже хочется отметить ту ценность, вот почему регионы, ребята не участвуют в наших конкурсах. Нет, участвуют, и очень Да. даже часто. В прошлом году Кызылорда, в этом году Семей, химики. И я хочу сказать вот через вас и через нашу площадку, что регионы ничем не хуже от Астаны и Алматы, и куда сильнее. И ваши эти проекты, то есть вы же мне еще пару Мгм. проектов показали, насколько они реально инновационные и насколько они для людей. То есть, да, во благо, то есть Казахстана, вот Мгм. с лесом, да, там же, помните, что-то у вас с водой было, это вообще, то есть потрясающий проект. Мне хочется пожелать только успехов, и я надеюсь, что ваши ребята вдруг победят и в этом году химики, я буду только за. Ну, мы тоже надеемся и стараемся оказать им всяческую поддержку и помощь в том, чтобы они Да, да, да. победили. Да. Всем Все, желаем удачи, но надеемся на победу. да, благодарим. Алексей, мне хотелось бы задать следующий вопрос. Какие перспективы вы видите вообще в химической инженерии, химической промышленности? То есть какие направления? Что вы можете посоветовать? Куда
студентам, участникам делать акцент, как развиваться, то есть какие видеть перспективы дальнейшего роста и развития, поскольку химия, химическая инженерия – это остро востребованная сейчас, так скажем, специальность, направление, проекты, все нуждаются вот в этой экспертности. Давайте поговорим на этот вопрос. Какие перспективы вы видите? Перспективы, конечно, в условиях нашего региона, нашего региона, я имею в виду Казахстана, да, все-таки Да, да. мы страна с богатыми полезными ископаемыми, и одно из главных направлений наших, это надо идти на глубокую переработку сырья. То есть мы должны не отправлять за рубеж наши ресурсы, а мы должны отправлять за рубеж готовый продукт. Мы должны получать что-то и ставить это здесь, технологически развиваться, новые технологии переработки сырья и глубокой его обработки, скажем, ну вот в этом направлении. Ну и, конечно же, зеленые технологии должны быть сейчас популярны, потому что изменение климата налицо. Последняя зима показывает нам вообще, что климат действительно меняется. Это вот за последние какой-то лет 20 прям значительно меняется. То есть зимы даже в нашем регионе в семье стали намного теплее. Поэтому и в этом виноваты в том числе и химики, потому что все технологии, они как бы так или иначе вредят окружающей среде. Мы должны стремиться уходить от любых грязных технологий, переходя на более зеленые, стараться находить какие-то решения, которые при тех же условиях давали бы более, скажем, тот же эффект. Ну, может быть, даже где-то в убыток, но при этом сохраняя природу для наших поколений будущих. Потому что мы можем все это сейчас испортить. Как Грета Тунберг говорит, вы не думаете о нас. Мы должны думать о будущем. Поэтому, мне кажется, вот это два таких направления. Глубокая переработка и зеленые технологии. Алексей, хотелось бы задать еще такой вопрос. Какие параметры оценки критерия аналитика сейчас важна при оценке любого проекта, связанного с химической инженерией, да, то есть научных исследований? Может быть, это какая-то проектная экспертность. То есть здесь вот что важно и немаловажно? Можете сказать? Вы все-таки практик и, Ну, да, исследователь. важно несколько параметров, на мой взгляд. Я, конечно, Да, я не говорю, что это я ваша, там, да, да, субъективная оценка, это но, нормально? на мой взгляд, так как проект по химии, Мгм. там всегда должна быть химия. Мы часто видим, я вот иногда вижу проекты по химии, в которых нет ни одной химической формулы, скажем. Да? То есть дети, Кстати, да. участники говорят, мы химики, мы по химии. Ни одной схемы, ни одного химического уравнения, ни одного вообще химической составляющей практически нет. Известные факты, давным-давно известны, их показывают и говорят, вот мы химики. Но сами при этом даже не понимают до конца, что там происходит, какой Мгм. процесс, как он идет. То есть вот это важно всегда. Мгм. С точки зрения технологии химической, да, там другой параметр важен. Там всегда есть экономическая составляющая, есть, то есть технология, это всегда крупнотоннажное производство, это не просто там лабораторные какие-то пробирные экспериментики, которые, может быть, в пробирке хорошо идут, но ты никогда в жизни не сможешь их масштабировать и получить в выгодном количестве в промышленных масштабах. Ну, это же честно про профессионализм. Это же еще самый важный такой Ну, чек. да, то есть это вот такой нюанс. Мгм. Супер. И, ну, третье это все равно это идейность, да. Все-таки идея это самое ценное и самое дорогое. Это то, что не купишь и то, что не возьмешь. Будь ты даже великий химик, если у тебя нет идей, то есть то никуда без этого не. И То есть, только ты ее сможешь реализовать, и да, никто сама другой. фишка, да, Все это же вот, боятся вот этого плагиата, боятся, что у да, тебя да. украдут идею. То есть Но фишка должна мы быть же вот тоже всегда. разговаривали, да, недавно с одним профессором, тоже химики. Он сказал, господи, чего бояться? Мгм. Мою формулу никто не сделает так, как я. Но это вот реально, да, Да, это да. вот твоя идея, это ты, все, оно твое. Да, да, да. Мгм. Ну, в общем, вот, мне кажется, так. Ну, супер. Это вот ваши основные критерии, да? А вот в плане аналитики, что сейчас важно? Что на чем сейчас все-таки базируются ваши исследования, любые опыты, эксперименты? М, Это же тоже очень важно. То есть, чтобы понимать, на что
акцент делать? Может, куда-то вкладываются не туда? Может быть, ну вот Ну, как это да, четко обозначить? конечно, конечно. В плане аналитики тоже надо шагать. Можно заниматься теми вещами, которые никогда никому не нужны. Зачем это нам надо? А, Ну вот, все-таки то, что сейчас происходит, да, это в любом случае искусственный интеллект. Без него никуда. То есть мы должны автоматизировать, мы должны миниатюризировать, мы должны упрощать Мгм. максимально а, интернет простых вещей и, может быть, химическая технология простых вещей. Тоже такой термин, может быть, тоже должен быть. Но мне кажется, вот так. То есть такая аналитика будет. Но если глубоко анализировать, конечно, многие люди, которые вот в лабораториях, да, им интересен какой-то маленький процесс, и они занимаются фундаментальными вещами. То есть, как говорится, такой есть классический пример, когда Эйнштейн открывал лазер, да, он же не думал, что завтра в супермаркете вы будете штрих-код с помощью лазера сканировать, да. Но он зачем-то это сделал тогда. Не Не задумываясь. задумывался, он просто ему было интересно это с физической точки зрения. То Да. есть мы в лаборатории тоже вещи всякие иногда делаем, вот это посмотреть, явление само изучить, да, а оно стрельнет, может быть, когда-нибудь, да, то есть вот. Ну, а если, конечно, анализировать глубоко, то, мне кажется, тут и государственная политика должна подключаться. То есть у нас есть конкурсы, вы сами знаете. Да, да, Есть да. конкурсы ПЦФ, например, Мгм. программа целевое финансирование. Почему мы не создаем те вещи, которые нам действительно государству нужны? Да? Мы создаем, мы объявляем конкурс на программу целевого финансирования на те темы, которые важны Заявлено в каким-то министерство. институтам, Да. да, то есть или каким-то центрам. Ну, то То есть есть, нету ну, инициатив. Поговорят про инициативы, но в сути нет, да? аналитика должна идти вот оттуда, то есть аналитические институты стратегических исследований, они должны делать, они должны сказать, ребята, вот у нас нефти хватит на 50 лет, если мы будем сейчас так продавать, если мы будем ее перерабатывать, нам хватит на 10 тысяч. В общем, вот аналитика должна быть, конечно. Супер. А по поводу лабораторных вот, объектов, Приборов. оборудования, да, приборов, что вы можете сказать здесь, сейчас? Как происходит работа? Какой По рынок? обновлению. Да, как они работают? То есть здесь как вам? Ну, как? Это огромный рынок на самом деле. Маленький приборчик стоит как крыло от самолета, да? Нужно, мы вот в этом плане достаточно отстаем. И нашей стране бы надо создавать центры по разработке приборостроения, потому что это один из самых таких секторов, где добавленная стоимость самая большая. То есть произвести нефть проще, и продукт ее достаточно дешевый, но если мы произведем прибор, который анализирует нефть, да, то есть вы можете при таких затратах профит получить гораздо больше. Да, согласна. Да, и то есть, конечно, там тоже это свой рынок, там своя, как бы есть философия, что есть известные бренды, есть китайские производители, которые сейчас производят практически все, но, как показывает практика, все-таки китайские приборы сейчас выходят на первый план, потому что и Ну, потому что там соотношение рынок, да, цена-качество, там и маркетинг, там и исследования, да, они же то знают есть, всю аналитику, они и сами работают. Я думаю, да. что про Китай так. Китай тоже разный, конечно, там тоже есть свои плюсы и Но минусы, но вот тем не менее, да. с одним человеком разговаривал. Мгм. Всем известно, что Китай сейчас это мировая фабрика. Все заводы Да? мировые из-за Да. дешевой рабочей силы находятся в Китае. Мгм. И китайцы со временем они подумают, что бы нам не создать этот же завод здесь, просто скопировать его, купить инженеров Мгм. и строить под своими брендами. Зачем нам надо под каких-то зарубежных партнеров там слишком сильно равняться там и все прочее, когда мы можем создать это свое здесь. Тем более это стоит на нашей земле. Ну Да, я вот, согласна. Да, да, это проблема, это полемика. да, ну это Да, политика. это надо и политика, да, это надо говорить и обсуждать. Ну, в целом ок. Алексей, последний вопрос хотелось бы спросить. Вообще, какие возможности
Для профессионального роста вы видите сейчас, вот если, например, это студент, который обучается на химической инженерии, либо это магистрант, либо докторант, либо исследователь, который занимается химической инженерией. То есть какие возможности, какие направления, какие перспективы для него вы можете сказать, ну, в плане вообще А, совета, мотивации? Мгм. Ну, самое главное это, конечно, профессионализм. Если человек в теме, если он включен, если он понимает, чем он занимается, чего он хочет, то Мгм. в любом случае он найдет себя, найдет себе применение. Я скажу, что а, именно химики, инженеры химики, аналитики химики требуются регулярно. Это специальность такая узкая, и на самом деле в школе очень тяжело дается химия, а производство без химии никак никуда не может. И а, поэтому кто хочет, тот всегда находит работу. Ну, То то есть есть она перспективная она, в целом. она очень перспективная. И, ну, какое направление химия, она же очень широкая. То Да, есть там да. можно много всего. И нельзя сказать, что кто-то из них там более ущербен, кто-то более продвинут. Но для нашего региона, конечно, это горнорудная промышленность, то есть применение химической технологии для обогащения, аналитики, она очень важна. То есть здесь дефицит кадров, дефицит качественных кадров наблюдается как раз там. А вот по поводу Шакарим, да, университета, у Мгм. вас есть по поводу пищевой безопасности. Это тоже Мгм. связано с химией или это биотехнологии? Конечно, Или это конечно, био... невозможно, Мгм, невозможно проводить исследования по пищевой безопасности, не зная даже, ну, не обладая хорошим запасом знаний по химии. То есть в мгм, любом случае без химиков вы не можете оценить пищевую безопасность. мгм. Поэтому, конечно, Здесь химия везде. нужна, да? Это же тоже сейчас перспективно, да? Жизненно Безопа- необходимо, потому что Да. то, что сейчас внедряется повсеместно, то, что применяется. Ну вот представьте себе привезти бананы из Эквадора. Мгм, Где Эквадор, где Казахстан, да, и мгм. привозят, мы их кушаем. На них написано Эквадор. А как они доезжают сюда? Где они там выращиваются, да? Не, выращиваются-то они, ладно, на Ладно, да? плантациях, это понятно. А, Но как они сохраняются такое время? То есть как их а, довести? Ну вы представьте, тонну бананов доведите сюда, чтобы в через них не завелся, континенты, да? чтобы в них не завелась плесень, чтобы в них не развилась патогенная микрофлора, чтобы они целиком доехали. Как это А как это решается? интересно же? Это же Это, очень важно. да, а согласно нормативным документам у нас оценивается, производитель может сказать, я не применяю никаких этих, Экопродукт. да, это экопродукты, все. У нас там, если таможенный, технический регламент Таможенного союза посмотреть, есть такой документ, который регламентирует все вот эти вот пищевые вещи. Там декларативное, производитель говорит, я применяю вот такой-то, например, фунгицид. Значит, а если он не говорит, что он применяет 25 других фунгицидов, то на это фунгициды, на те другие никто не определяет. А фунгицидов огромное множество, и никто их на самом деле не контролирует. И это большая Удивительно, проблема. да? Это Да. проблема. Это проблема политики, потому что это выгодно, наверное, кому-то. Я не И, буду уже туда да, лезть и говорить на камеру такие вещи, но да, да, на да. самом деле, вот с точки зрения науки есть такая проблема. Да. Окей. И университет ставит, да, эту проблему и хочет этим заниматься, я насколько А, услышала. Университет, И да, и заинтересован, поскольку у вас же, да, у есть нас целая есть научная. специальность, есть научная школа по пищевой Мгм. безопасности. Они этим занимаются, как бы, и продвигают эти вопросы. Ну все, в целом хотелось бы тогда сказать, благодарю вас за такое позитивное, познавательное интервью, пожелать успехов, ну и ждем вас на финале с вашей командой. Всегда, пожалуйста. До новых встреч. Да, мы всегда рады. Да, до Всем привет. свидания.